прирост заболеваемости, он на сегодня есть, мы его отмечаем. Еженедельная встреча начинается с тревожных цифр. Ежедневный прирост заболевших 0,2%, а недельный уже 14%. В Татарстане еще много неболевших, тех, кто переболел, но уже утратил иммунитет, и непривитых. На сегодня у нас есть большой пласт людей, которые подвержены вирусу, и тем самым в будущем мы, к сожалению, будем фиксировать прирост случаев заболевания до того момента, когда большая часть населения не будет вакцинирована. За последние сутки прививку сделали более 14 тысяч жителей, на 1000 больше, чем днем ранее. Всего привились более 560 тысяч татарстанцев. Это 30% от необходимого для коллективного иммунитета. Сейчас нужно просто прийти в прививочный пункт, заполнить анкету и сразу же получить первую дозу компонента. Запас вакцины в республике на неделю. Но каждые сутки количество вакцинируемых растет на 15-20%. Специалисты говорят, что, возможно, придется формировать листы ожидания. Причем произойдет это уже на следующей неделе. Наплыв очень большой. Даже очереди бывают у нас. Я хочу не болеть, потому что я все прививки делала и считаю, что это тоже нужно делать. Чтобы наконец-то все это ушло от нас, мы жили полноценной жизнью, посещали все мероприятия. Это уже вторая прививка, чувствую себя прекрасно. Получать вторую дозу рекомендуют там же, где первую. Это облегчает учет. Но есть и те, кто на вторую прививку не пришел. Таких по республике 11 тысяч. Призываю всех, кто не нашел времени, не считает возможным, не считает нужным, все-таки закончить весь цикл вакцинации. Это только 2 вакцины, введенные, позволят сформировать надежный иммунный ответ. Татарстан – один из лидеров по заполнению дневников наблюдения, которые жители ведут на портале госуслуг после вакцинации, а Минздрав анализирует. Недомогание фиксируется пока в 10% случаев. 14 человек, несмотря на прививку, заболели ковид. Прививка не является полной защитой от заболевания. Ты в любом случае при встрече с вирусом можешь получить какую-либо клиническую картину. Это иммунный ответ, на него нужно время. Это не маска, не скафандр, это твой внутренний механизм защиты. Ввода ограничений в Татарстане не планируют. В республике пока все под контролем, но мутации вируса, которые делают его еще коварнее, остановит только вакцинация. К сожалению, страх не попасть в рестораны в Москве и не отдохнуть в Краснодарском крае превысил страх не заболеть. Мы все-таки надеемся достучаться до наших граждан, достучаться до того, чтобы они все-таки сделали прививку. Это 100% гарантия от летальных исходов, это 100% гарантия от тяжелого течения, от осложнений. И на сегодня, конечно же, это 100% гарантия выхода из пандемии. Врачи же отмечают, болезнь уже стала опаснее, состояние может резко ухудшиться, поэтому при первых признаках ОРВИ призывают вызывать врача на дом. Лена Анатольевна, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.